Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что происходит в тайне от вас, о чем вы не знаете и даже не догадываетесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, на тайны, и пусть тайное станет для вас явным. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух, какие печальные лица. Слушайте, ну тут вот горюют люди. 3 человека просто горюют, рыдают, руки заламывают. У них такие мрачные, уставшие лица. Лица серого, бурого такого цвета, заплаканные глаза. И огромные, вот я не знаю, какие-то мешки под глазами у кого-то есть. Вот как, знаете, признак, да, что это этот человек. Мешки под глазами прям такие вот прям свисают, знаете, как по 20 килограмм. А вот один из людей вот так выглядит. Это ваши недоброжелатели, это ваши враги. Это те, кому вы дорогу перешли. И эти люди хотели вас погубить. Видите, и лопата, и копали тут, и рыли, и что только не делали. Какие-то траншеи, да, прорыли. А ничего не помогло. А вы все прошли. А вы, знаете, как пролетели мимо этих капканов, ловушек, этих рытвин. И дальше пошли. И дальше своей дорогой пошли свое от жизни брать. И вот они сидят и думают, да как так, что нам теперь сделать? Что нам еще можно сделать, чтобы ее либо его остановить? Вы понимаете, до какого состояния отчаяния вы довели своих врагов? Ну как так? Ну как вы могли обидеть этих людей? Слушайте, и смешно, и грешно, да? Ну ужас какой-то происходит. 3 человека, я не знаю, кто из них главный, они вместе действовали, либо каждый там в своем уголочке топтался. Но вот втроем сейчас такие понурые, такие грустные. Ну просто обнять и плакать, обнять и плакать. Вот что мне идет. Утерли нос, поставили на место. Миссия провалена. Вы дальше идете по жизни, улыбаетесь, свое берете, получаете. А они сидят разбитые, растерзанные, вообще не знают, что им делать. За голову так берутся и говорят, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что нам делать, какие мы несчастные. Но ничего ее не берет. Порчу делали, не сработало. Людей подговаривали, никто не согласился. Да? Подставить хотели, обошла. То хотели, справилась. Ну, понимаете, вы какая-то прям неубиваемый. Как будто бы вы 9 жизней за спиной имеете. Как будто бы вы... Ну вот как-то видите, да, что они вам готовят. И еще, знаете, вот им кажется, что вы такая хитрая, что вы такой пронырливый, что вы специально им назло в их ловушки не попадаетесь, да, что с вами плохое не происходит, что-то вы там делаете, значит, вы исчадие ада какое-то, ужас-ужас, страшно-страшно. И знаете, и продолжать уже сил нет, и уже не знают, что придумать, фантазия на нуле. И в то же время... Как-то принять это все тоже как-то не получается, да, вот принять, что вы гораздо лучше, умнее, талантливее, способней, что вас не берет зло, что вы под защитой находитесь, ну вот как-то не позволяет, нутро вот это прогнившее не позволяет, но с другой стороны, вот очевидно, что вы их обошли, очевидно, что вы им нос утерли, очевидно, что вы об этих своих врагов, ну просто ноги вытерли и дальше пошли. Вот сидят они сейчас несчастные, заплеванные, ой, как им плохо. Один человек, вот точно должны знать, вот прям мешки под глазами мне идут. Мешки под глазами, да. Ох, какие вы, люди у меня, зрители.
всем нос утерли. Ну и правильно, так и нужно поступать. Еще мне почему-то кажется, что вы на этих людей никогда плохо не думали. Либо вы никогда не думали, что эти люди что-то плохое против вас затевают. Ну, может быть, у вас не идеальные отношения, может, в принципе, отношений каких-то и нет, да, на расстоянии все происходит. Но так, чтобы вам прям конкретно вредили, вы вообще не догадывались. Вам, может быть, казалось, что у вас какая-то полоса невезений. Может быть, вам казалось, что вам какие-то люди, ну, попадаются несговорчивые. На самом деле это все был заговор против вас. Заговор, который, ну, никак вам не повредил. Вот, вы всего своего добились и дальше пошли. Все беды, все вот эти западни вы просто обошли, перелетели, переступили, да, и дальше пошли. Да, в печальке ваши враги. Ну, так им и надо. Может быть, эта ситуация их чему-то научит, а может быть и нет. Но с другой стороны, я вижу, что силы у них все закончились. И фантазия, как я уже сказала, иссякла. Да? Ну, вот такие несчастные сидят, горюют, плачут, оплакивают, что вот не повезло, да не получилось. Ну, так им и надо. Так, еще за вашей спиной, получается, втайне от вас, какой-то очень трусливый человек, но буквально, да, вот заяц одевает на себя маску льва. То есть по факту человек настоящий заяц, очень трусливый, очень осторожный, такой, знаете, лишнего шага не сделает. А если где-то что-то, там какая-то тревога, да, человек просто вот со всех ног бежит и прячется, да, вот такой человек. Но при вас, либо для вас этот зайчик одевает на себя маску льва и говорит: я царь зверей, ты посмотри, никого не боюсь, я самый крутой, я самый сильный, я самый смелый. Там и так могу, и сяк могу, и так рыкну, и так гыркну. То есть ведет себя как бы, ну, максимально наигранно. Вот, вы смотрите на этого зайца и такая думаете: ну да, лев, ну прикольно, как бы, да, лев в моем окружении, почему бы и нет. Это все выглядит, ну, безобидно до поры до времени. Почему? Потому что этот заяц все-таки, ну, никуда нутро зайца не девается, душа зайца не девается. И вот если вы сильно будете рассчитывать на этого льва, в кавычках, да, в какой-то момент он может просто вот сдуться, снять свой костюмчик и убежать в лес. Вам тут, ну, буквально идет совет не надеяться на других людей. Либо, если вы с кем-то договорились, на кого-то понадеялись, вам нужно иметь запасной вариант, да, запасной какой-то обходной путь. Вдруг человек подведет, вдруг человек не справится, вдруг что-то пойдет не так, как задумано. Вам всегда нужно иметь еще один запасной вариант. Лучше, конечно, два, но хотя бы один уже будет плюсом для вас. Потому что я вижу, что этот заяц, типа якобы лев, но заяц может вас очень сильно подставить. Даже не просто разочаровать, а именно подставить. Вот так понадеетесь, а человек раз и сплыл, был да сплыл. И вы окажетесь в каком-то, ну, некомфортном, неудобном состоянии. Ну, либо вам что-то придется там заново начинать, либо где-то вы что-то упустите. Не надейтесь, не надейтесь. А особенно на тех людей, которые из себя представляют вот прям раздутого льва, что я такой, да я со всеми знаком, да у меня все в кармане сидят, да я то, да я все. Вот эти люди прям, это как красный флаг, да, не иметь дел с такими людьми. А если приходится, то какой-то запасной вариант у вас должен быть, да, запасной план, чтобы не было подставы, чтобы, ну, вы не пострадали от этого. Но разочарование — это уже как следствие, да, того, что человек себя поведет как заяц. Может быть, вы, девушка, встретили мужчину, а он такой: да я, да я, да я. А на самом деле, ну, ничего из себя не представляет. А вы-то думаете: о, с таким мужчиной точно у меня все получится, не пропаду, да, и будет мне помогать, там, вопросы мои порешать. Ничего не порешает, он заяц, он всего боится, ничего решать не будет. Опять же, с одной стороны, да, этот заяц, может быть, он хотел бы стать львом, но как бы не получается, конституция не та. Но вы, наверное, произвели впечатление на этого зайца, поэтому, наверное, этот костюмчик и одевает. Но оправдывать его нет, я не буду оправдывать. Просто присмотритесь к своим знакомым, которые вот понты колотят, вот, особенно к этим людям. 100% зайцы и 100% подведут. Дальше. Вы не знаете о том, что какой-то
серьезный человек на вас положил глаз. Ну, по-другому я не могу сказать. Но единственное, что у кого-то отыграется это как личные предпочтения, а у кого-то отыграется в деловом плане. Ну, допустим, да, может быть, в конкурирующей организации начальник на вас там досье собирает, потому что ему о вас рассказали, как об очень классном сотруднике, очень профессиональном человеке, человек, который имеет особый подход, там, особый талант. И этот, значит, начальник конкурирующей организации хотел бы вас переманить и будет делать эти попытки. У кого-то отыграется вот в личной жизни, да, что, опять же, кто-то, кто там постарше, постатусней, поавторитетней, видит вас в таком прям прекрасном свете, и человек хотел бы за вами приударить, да, то есть хотел бы с вами там мостики проложить, пообщаться в более интимной обстановке. И этот человек, он действительно на вас собирает информацию, он расспрашивает других людей. Мужчина то же самое, просто это будет женщина, которая собирает на вас информацию, а для женщины это мужчина. Вот, собирает информацию, расспрашивает людей и действительно готовится к тому, чтобы к вам в жизнь зайти, к вам подойти с очень пикантным, но не менее интересным предложением. И если вы считаете, что вы уже не привлекаете там противоположный пол, либо в профессиональном плане вы уже состоялись и дальше у вас нет развития, вы очень сильно ошибаетесь. Будущее вас 100% удивит, и удивит так, что будете ходить и светиться. Но это действительно как такой комплимент профессионалу, либо комплимент, да, женщине, либо мужчине, когда вот человек прилагает максимальные усилия, чтобы все про вас узнать, чтобы подготовиться, там, какие вы цветы любите, какие напитки предпочитаете, какой там ваш любимый деликатес, да, вот настолько человек про вас все узнает. Да, интерес очень серьезный, интерес с правой стороны, то есть это вас не обидит, наоборот, в этом есть какой-то смысл и какая-то благость для вас. То есть если вы свободный и уважаемый, респектабельный человек проявит к вам интерес, я не думаю, что вы будете возражать, и для вас, конечно, это будет удивительно, но в то же время очень приятно, да, самооценка повышается. И то же самое в профессиональном плане. Самооценка прям взлетит, вы скажете: да, я такой, я такая, я могу все. И, конечно, карьерный рост. Вот очень хороший карьерный рост просматривается в будущем. Так, еще есть человек, который вас жалеет. Жалеет и врет. Врет вам в глаза, либо постоянно вам врет, оправдываясь тем, что как же я не могу сказать правду, потому что правда, она такая горькая, она такая жалящая, она такая вот как ядовитая, это правда. Не-не-не, ей будет плохо, ей будет неприятно, он расстроится, да, либо там она расстроится. Нет, я лучше буду врать. И этот человек вам на честном глазу прям врет и даже, знаете, не заикается. Тут оправдание, конечно, такое конкретное, да, мне же ее жалко, я не хочу его расстроить. Но с другой стороны, это же ложь, это же неправильно, так не должно быть. Мне почему-то кажется, что это кто-то из ваших близких. То есть это не какие-то там знакомые, друзья, коллеги, приятели, а вот кто-то из либо семьи, либо кто-то из родственников. Вот здесь нужен очень серьезный разговор, причем с пристрастием, потому что человек будет говорить: нет, я не вру, так оно и есть, зря ты меня подозреваешь, зачем ты меня подозреваешь. То есть доколупаться до этой правды будет очень тяжело, прям очень, но возможно. И если у вас были вот эти ощущения, что что-то человек там виляет, да, что-то тут не так, что-то не сходится, да, то нужно давить, пока не поздно, чтобы человек все-таки признался. И проговаривать все, что не надо меня жалеть, не надо оберегать мой покой, не надо думать о моей нервной системе. Лучше говори как есть. Когда я знаю правду, я могу на нее реагировать, я могу что-то придумывать, искать ходы-выходы, да,
да, я должна, либо должен видеть картинку целиком, потому что ложь, какой бы сладкой она ни была, она ни к чему хорошему не приводит. Понимаете, так можно завраться, а потом такие проблемы начнутся, что там годами не раскопаешь. Да? Нужно разговаривать не со злобой, не с агрессией, но вот так, знаете, проникать в душу, говорить, понимаешь, это важно. Вместе мы справимся, меня не надо жалеть, да? Я должна знать правду. Либо, если ты меня уважаешь и любишь, тогда ты должен, либо должна говорить мне правду. Вот как близкий человек мне идет. Близкий человек, который вот реально привирает, ну, обманывает. Ну что, ну как ложь не назови, она и есть ложь. В Африке она тоже ложь. Так, еще за вашей спиной какой-то договорняк показан. Куда-то вас не пускать, не подпускать, куда-то либо кому-то. Сговорились два человека. Эти люди, они, возможно, против вас ничего и не имеют, а возможно, они просто вот либо себе место стерегут, либо ну, для кого-то своего, да, вот более родного, более близкого. Договорились вас куда-то не пускать, либо кому-то не подпускать. Но я так скажу, вам эта ситуация по судьбе, и несмотря на их усилия, вы все равно либо с тем человеком встретитесь, переговорите, познакомитесь, либо туда, куда они вас там не пускают, вы все равно дойдете. Может быть, даже каким-то окольным путем, какой-то козьей тропкой, но вы туда дойдете. Ихние старания, они все пустые. Пустые. Они лишь только как отдаляют этот момент по времени, но избежать этот момент они не смогут. Если честно, эти люди, они сами себе это придумали, тут у них шестерка, они считают, что так правильно, что ну как бы да, в жизни так бывает, своим надо помогать, либо своих нужно беречь, либо своих продвигать. Ну, это ошибочное мнение. Возможно, когда-нибудь до них это дойдет, а возможно, и не дойдет. Ну и бог с ними, да. Главное, что вы свое от жизни возьмете. Это самое главное. Так, кого-то неправильно лечат. Вот сразу говорю, я не могу сказать, кого конкретно и от чего. Вы все разные, но вот у кого-то точечно отыграется. Вас неправильно лечат. Либо какой-то неправильный протокол лечения, либо лечат не от того, что на самом деле болит. Да? Может, неправильно диагностику провели, неправильно сделали назначение. Но, опять же, никто не застрахован от ошибок. Я не могу сказать, что вас там дилетанты какие-то лечат. Может быть, предполагаю, что вот что-то пошло не так, и там исказились анализы. Может, вас там не предупредили, вы что-то скушали перед анализами, либо, ой, как эти результаты, да, что-то там перемешалось, и у вас там чужой результат оказался, да, и вроде вас и лечат, но не от того. Есть вот рекомендация, что если вы проходите лечение, а лечение вам не помогает, сделайте в другом месте еще раз диагностику, и пусть там диагноз либо подтвердят, либо опровергнут. Вот какая-то ошибка мне идет, ошибка, и из-за этого нет результата, из-за этого вы маетесь, мучаетесь, из-за этого у вас болит, из-за этого ваша жизнь, она не того качества, которого могла бы быть. Но вроде лечусь, да, лечусь, но не помогает. Трачу деньги на лекарства, на врачей, но ничего не помогает. Потому что вас не от того лечат, либо какой-то вот протокол неправильно используют. Вот, все перепроверяйте. Если у вас есть какое-то недомогание, вы пошли в больницу, вы начали принимать лечение, и вы видите результаты, это просто не ваше предсказание. Кстати, у кого-то еще может отыграться не конкретно по вам ситуация, а ситуация по близкому человеку, кого вы воспринимаете как себя, да, за кого переживаете как за себя. Да, может быть, этого человека неправильно лечат. Так, деньги. Здесь какие-то деньги, которые вот какие-то люди не хотят вам отдавать. И вот они думают, гадают, что придумать такое, чтобы деньги не отдавать. Может быть, это какие-то клиенты-заказчики, которые воспользовались вашим товаром, либо услугу вашу получили, но не хотят отдавать деньги. Может быть, это какой-то вот нечестный, нечистоплотный работодатель, который обещал заплатить, там, премию дать, заплатить больше, чем обычно. Может, просто сколько надо заплатить, да, но не хочет деньги давать, хочет себе все оставить.
И он сидит, этот ваш работодатель, на пару, там, не знаю, с бухгалтером, либо со своим помощником, и думаю, да, как же так нам все это выкрутить, чтобы деньги не дать. Какой-то такой трэш. У кого-то еще может отыграться, что, допустим, вы в долг кому-то давали, да, в долг вот каким-то людям дали, там, семье, например, либо знакомым. И эти люди такие, блин, ну не хотим мы отдавать, ну что придумать, чтобы такое рассказать жалостливое, да, чтобы, может быть, она сказала, либо он сказал, да ладно, ничего не отдавайте, оставьте себе, да, вам нужнее. Слушайте, ну вот кто-то попытается вас обмануть, и уже люди об этом думают. Вот я не вижу, что эти люди прям супер нуждающиеся, да, либо если люди отдадут вам эти деньги, то они прям все по миру пойдут, да, на паперти окажутся. Я этого не вижу. Я вижу хитрость человеческую и стяжательство, да, вот, ну, деньги прям запали в душу, в сердце, и человеку жалко проститься с этими деньгами. Тут жалеть этих людей не надо. Здесь нужно, ну, принципиально, да, заявить о своих правах. И если кто-то начнет этот разговор, что вот денег нет, ты понимаешь, мы бы хотели, но вот не получается, у нас там то, сё, 5-е, 10-е, не верить. И стоять на своем, и прям за горло схватить, и не отпускать, пока вам деньги не отдадут. Иначе эта песня, она будет длиться, пока вы, ну, как бы не отступите, не забудете, и пока мир не рухнет, понимаете? То есть жадность, да, жадность губит этих людей. Жадность. А вам-то зачем деньги терять? Ну вы что, благотворительная касса? Ну что это за дела такие? Вы честно заработали, либо вообще вы в долг давали на время, а люди решили вообще себе это все оставить. Нет, не прощать, не входить в положение, настаивать. Есть же всякие эти организации, там права этих трудящихся, есть суд, в конце концов, да. Нужно бороться, и деньги свои вы должны забрать. И не верить в плаксивые и грустные истории. Потому что это все ложь, понимаете, вилами по воде писано. Обмануть, попытаются на деньги обмануть. Так, еще вы не знаете о каком-то празднике. Вот как готовится какой-то праздник, либо будет какой-то праздник. Может быть, это ваш праздник, может быть, у вас день рождения скоро, и вам сделают ваши близкие сюрприз. А может быть, это какой-то другой праздник, и люди готовятся к нему, но вам почему-то про это не говорят. Либо вам скажут в последний момент, и вы ахнете, скажете, да как так? Я не готова, да, я не готова, у меня нет наряда, у меня там, прически нет, что времени нет, другие планы уже. А может быть, действительно, люди в последний момент решат вас позвать. Да, может быть, они про вас просто забыли, да. Такое бывает, да, забыли и все. Как-то вас не вписали, либо, знаете, там как-то само собой разумеющееся было, что кто-то вас должен позвать, а этот человек забыл про вас. И такое тоже может быть. Значит, мои хорошие, злого, злейшего умысла я не вижу. Либо здесь человеческие факторы просто забыли, да, забыли вам об этом сказать, либо думали, что вы знаете. Либо вот позовут опомниться в последний момент, не стоит обижаться, опять же, да, человеческий фактор, вот не преследовали они мысли вас не позвать, такого не было. А если ваши близкие готовят вам сюрприз, там, праздничную вечеринку, это замечательно, это просто чудесно, устроят вам праздник, вместе повеселитесь, да, попразднуете, хороший тогда знак. Еще, вот я вижу, что вас кто-то все время пытается убедить в чем-то. Вот вы как будто бы перед зеркалом стоите, вы свое отражение видите, а вам говорят, а там осел. Вы осел на самом деле, да, вас хотят в этом убедить. Какие-то ваши сильные стороны хаются и хотят, чтобы вы от себя отреклись. Кто-то хочет влиять на ваш мозг, на ваше подсознание, кто-то хочет сделать вас удобным человеком, дрессированным, удобным, карманным человеком. Это может быть и близкий человек, это может на работе такая ситуация быть, это может быть даже как влияние правительства на обычных людей. Пытаются людей, да, убедить, что они ослы, что они не они, а просто ослы, да, должны слушаться и идти за морковкой.
Идет прям целая кампания, и здесь даже какие-то технологии используются. Не знаю, там гипноз, внушение, это программирование какое-то, да, НЛП используется. Это ужасно. И я вижу, что у вас подсознание бунтует против этого, бунтует. У вас очень много вопросов в голове и какое-то, знаете, вот как сравнить с неприятным послевкусием. Когда этот человек вам внушает, либо пытается вас на это уговорить, у вас какое-то послевкусие идет, какой-то туман в голове немножко идет. Но вы ощущаете, да, вы ощущаете, что на вас воздействуют, что на вас влияют. Мои хорошие, но тут как проверка личности, скорее всего, будет. Вы, если сильная личность, то вы будете это отрицать. Вы будете отрицать, там гнев даже может пойти, злость может пойти на тех, кто пытается на вас воздействовать. Если личность слабая, либо уязвимая, то вы можете даже быть обмануты. То есть вас могут попытаться убедить, что вы ослик и что вы должны идти за морковкой. Ну, вы знаете, да, что так осликами управляют, вот морковкой заманивают, либо заставляют идти там, на длинной палке, свисает морковка, этот ослик бежит за этой морковкой, думает, что он ее скушает, на самом деле он до нее не дотягивается, при этом он везет тяжелую повозку. Вот, будьте поаккуратнее, не будьте осликами во всех смыслах этого слова, и никому не позволяйте на себя влиять. Это прям очень страшно, да, когда на людей влияют, когда заставляют думать не свои мысли, это очень неправильно. Опять же, это не у всех отыграется, у кого-то точечно, но если отыграется, то ну, кто-то из своих, да, кто хочет, чтобы вы были удобны, либо как бы правительство, да, влияет на своих граждан, пытается сделать их максимально удобными и безропотными. Вот, плохо, конечно, но показано такое. Дальше, мои хорошие, вот я вижу человека, у которого, ну вот в народе говорят глюки, да, какие-то вот вы слышите шумы, стуки, голоса, можете немножко улавливать. Вот вам кажется, что что-то вот меняет свои местоположения, да, какие-то вещи. Вот вы на стол что-то положили, либо поставили, а потом раз, это в другом месте оказывается. Ну, что-то паранормальное происходит. На самом деле с вами все в порядке. У вас есть способности, у вас есть вот это шестое чувство, да, вы экстрасенсы. И вы действительно видите и слышите другие миры, другие измерения. И вот мне идет, что кто-то из другого мира, вот, ну, из мира мертвых мне идет, хочет с вами связаться, либо о чем-то вас предупредить, либо вас поддержать, вам подсказать, на что-то намекнуть, какие-то знаки, сигналы вам посылают. Если вы не будете этого бояться, наоборот, вот расслабитесь и так вот, ну, мысленно, либо вслух скажете, что я готова, я слышу, я вижу, будет более ясная картинка, да? У духа получится передать вам то, что он хочет передать. Либо, если вы прям, ну, боитесь, да, ну, хотите узнать правду, вы можете попросить этого духа, который к вам пробивается, показать вам во сне. Вот мне идет, что к вам кто-то пробивается, вас хотят именно предупредить, уберечь, либо дать вам подсказку. Тот, кто при жизни очень сильно вас любил, и тот, кто и по смерти до сих пор рядом с вами находится. Просто мертвым очень тяжело в мире живых. Они не имеют силы в мире живых. И даже сдвинуть какой-то предмет — это просто титанические усилия, которые духу, ну, просто иногда, ну, не по плечу на самом деле. Вот как связаться с вами хотят. Связаться, предупредить, либо, ну, уберечь, подсказать. Вот мне идет. Вы не сходите с ума. Это не барабашки, это не домовые. Это именно дух человека, душа человека, который при жизни вас очень сильно любил и даже по смерти всегда рядом с вами находится. Ну, как будто бы второй ангел-хранитель. Не бойтесь, вас никто не обидит. Опять же, для вас это совершенно безопасно. Ну, может быть, это немножечко для психики напряжение, да, потому что, ну, такое не происходит каждый день со всеми людьми. Это кажется страшным. Вот, ну, такой вот он дар. Ну что, все экстрасенсы с этим живут, все учатся с этим жить. Но потом привыкают, и это уже становится нормой. Мне идет, что с вами хотят связаться. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.